Наверняка при просмотре фильма «Чарли и шоколадная фабрика» каждому хотелось туда попасть. И неважно, взрослый вы человек или же ребенок, рассказываем. У нас в Алматы появилась шоколадная выставка, что станет отличной альтернативой шоколадной фабрике «Чарли», которую, кстати, можно посетить в любой день. Прямо сейчас мы находимся в Центральном музее. Давайте же вместе посмотрим, что интересного есть на шоколадной выставке. Пойдемте. На самой выставке представлено множество шоколадных экспонатов. Продолжительность жизни экспоната может достигать 5 лет при условии соблюдения строгих правил. Абсолютно все экспонаты, которые представлены в этом музее, они сделаны из шоколада. Только посмотрите, здесь шоколадный домик, шоколадный ястреб, а там Эйфелевая башня. И я не знаю, сколько нужно терпения человеку, чтобы создать вот такой вот шедевр. А, кстати, их создают шоколадье. Профессия шоколадье зародилась в 17 веке, когда из какао-бобов научились создавать твердый шоколад. Главная особенность шоколадье – терпение. Работать с шоколадом и не съесть его – задача не из легких. А такие шедевры и представлены на самой выставке. В музее шоколаде мы проводим интересные экскурсии. Продолжительность экскурсии около 60-80 минут. На экскурсии мы смотрим интересный фильм про историю шоколада, как он добывается, откуда он привозится. После фильма мы смотрим наши шоколадные классные экспонаты. После этого мы идем на мастер-класс, на дегустацию. На мастер-классе мы разукрашиваем фигурки из итальянской глазури, которые потом можно скушать или с собой забрать. А на дегустации мы пробуем 8 разных видов бельгийского шоколада, в том числе клубничный, капучино, молочный и так далее. Конечно же, нам стало интересно, и мы решили посетить саму экскурсию. Мы используем натуральный бельгийский шоколад Барри Калибаут. Предлагаю начать с самого первого ванильного белого. Давайте его попробуем. На мастер-классе мы будем с вами раскрашивать итальянскую глазурь. Съедобным пищевым красителем мы будем раскрашивать. Вроде был львом, а стал тюленем. Это я про свой шоколад. Кстати, после этого их можно будет забрать с собой. Ну и что самое классное, после экскурсии вы можете оставить своих детей в игровой зоне на неограниченное время. Мне кажется, что послушать историю и посетить экскурсию будет интересно не только детям, но и взрослым. Но и я, находясь в игровой зоне, не смогла пройти мимо этого. Давайте же вместе узнаем, какое будет шоколадное имя у наших ведущих. Начнем с Гульнары. Гульнара у нас шоколадный пупсик. Ну а кто же у нас Жан? Шокоголик. Ну а теперь Данияр. Шоколадный заяц. Мне кажется, это ему подходит. И Даша. Даша – сахарная сенсация. Мне кажется, эти имена им в принципе и подходят. А получилось-то довольно забавно. Поэтому, если вы хотите весело, используя провести время, то приходите сюда. Ну а команда Танго Студия желает вам счастливого шоколадного дня.